Сонымен құрметті ханымдар мен мырзалар, Найза Fighting Championship 34 турнирінің мейн кардының алғашқы жекпе-жегі. Ендеше бұл жекпе-жек ең жеңіл салмақта 3 раунд. Ендеше қос жауынгермен таныстырып өтуге рұқсат етіңіздер. Алаңның көкбұрышындағы жауынгердің кәсіпқой рекорды 5 жеңіс, 1 жеңіліс, бойы 170 сантиметр, салмағы 57 келі. Ақтау, Қазақстан, қарсы алыңыздар. Нұрболат Апу! Оның қарсыласы алаңның қызыл бұрышындағы жауынгер. Кәсіпқой рекордында 8 жеңіс, 4 жеңіліс. Бойы 164 сантиметр, салмағы 57 келі. Ереван, Армения, Варшам Геворгян! Рефери Манап Кабдиев. Орта. Ережені сақтаймыз. Ереже бойынша 3 раунд 5 минуттан. Сәттілік. Заряжены бойцы, даже по взгляду это можно понять. Вчера это был один из самых жарких стардаунов. Да. И все было в рамках приличия, да, скажем так. Лишнего себе никто не позволял, но тем не менее таким стардауном немножко подогрели интерес. Да, оба бойца интересные. Первый раунд, и сразу же с такого легкого лоу-кика начинает Варшам. Да, попытка такой двойки, но не дотянулся Варшам. Встречает хороший джеб по табу. Оу, ошибка. На первых же секундах провалился на своем же ударе Абу. Да, подскользнулся, нужно вставать. И Геворгян, максимально конечно, быстрее это делать. Будет всячески пытаться удержать соперника на земле. Очень такой хороший подарок сейчас сделал боец из Казахстана своему сопернику. Варшаму теперь важно немножко сбить темп, удержать его внизу. А публика, тем не менее, подталкивает Абу, да, чтобы он слышим, встал. слышим, как болельщики. Еще несколько ударов пропустил здесь Абу Нурболат. Геворгян сейчас очень правильно прессует. Да, есть такое, да, такая маленькое верование, да, если в течение 20 секунд ты не пытаешься встать, скорее всего, ты проваляешься весь раунд. Но нужно вставать. Абу, что да, он и делает. Сейчас начал предпринимать попытки, уперся в стене, потихонечку начал вставать, и здесь сейчас... Вот, через оверфуд, встал на ноги все-таки Абу. Заправляет. Прям разница в физухе была, да, заметно. Нурболат прям без проблем выкинул. Это даже технически не назовешь, что какой-то прием. Просто скинул себя соперника, пошел к ногам, посадил, есть тейкдаун. Обратно Геворгяна, возможно, почувствовал, что в борьбе может что-то противопоставить. В стоке очень тяжело. О, хорошие локти от Варшама. А вот именно вот эта короткая дистанция, она выгодна бойцу из Армении. Отвечает! Ответный тейкдаун в исполнении Абу. За первые 2 минуты, Фаниль, что у нас тут происходит? Темп боя очень высокий. Уже столько событий произошло за эти 2 минуты. Да, я переживаю, чтобы бойцы не задышали раньше времени с таким темпом. Особенно в городе Алмате, на высокогорье. Пытается сейчас позицию как-то себе улучшить Абу. Да, лежит в халгарде, нужно либо улучшать позицию, либо попытаться бить своего соперника. Но сейчас мы видим, что Абу хочет улучшить позицию. Выходит есть маунт. Но разворачивается. Да, бэкмаунт растянул. Ой, как опасно сейчас. Растянул соперника. Как сейчас некомфортно Варшаму. Развернулся обратно в маунт. Понял, что это была плохая затея. Да, Абу нужно отрываться от соперника и бить. Что он и делает. Пытается оторваться от него. Времени еще предостаточно. Тут главное не торопиться. Что это было? Решил на ноги встать Абу. Да, попытка тейкдауна обратно от Абу. Еще раз пошел в ноги. Варшам оттянул ноги. Увидел эту атаку боец из Армении. Да, и прогноз твой Сатай сбылся. Задышали оба спортсмена, мы видим, да. Ну, кстати, функциональных проблем за Геворгяном в
в крайнем поединке не наблюдалось. Вот Абу, да, мы знаем, что в бою с Еркебаевым быстро так устал. Еще. Попытка тейкдауна, развернул Абу, работает в клинче. Еще колено. Хороший мы бой смотрим с тобой, Исатай. Правый прямой. Он больше такой Левый боковой от эмоциональный. Абу. Попадает с дистанции. Еще такое попадание Абу. И нельзя теперь отпускать отсюда. Геворгян пошел в ноги. Надо подышать, восстановиться. И это очень правильно. Смотрим, прихватил вроде бы шею Абу. О, какой какой. тейкдаун сейчас через грудь оформляет Геворгян, но нет контроля в партере. Встает. Ох, как Что происходит в октагоне? драка в будке телефона. Мы наблюдаем очень динамичный бой. Оба просили. Просто в первом раунде отдали все. Забирает спину. Абу, но не Да, может нужно закрепиться. И при этом Варшава отвечает обратным локтем. Видим рассечение у Абу на лбу. Попытка растянуть. Пойдет ли за удушающим? Ведет. Вытащил руку. Есть Ведет, возможность удушающий. душит. Стучит Варшав. Рефери должен проверить, все ли в порядке с рефери. Уснул. Нет. Вроде в сознании. Что это было? Постучал? Сдача была. Что за эмоциональный поединок у нас получился? За эти 5 минут мы посмотрели блокбастер. Да, еще непонятно, что было бы, если бы бой перешел ко второму раунду. Но Абу не дал такой возможности. Экшен мы посмотрели за эти 5 минут. И я так предполагаю, что сегодня вечером мы не увидим третьего раунда, да, не увидим судейского решения. Армана, это, кстати, претендент на бой вечера, да? Хотя он продлился 1 раунд, но мы увидели максимум, что мы могли увидеть. Всю Слушай, красоту ММА. если, Фаниль, если сегодня вообще будут разыгрываться бонусы вечера, нокауты вечера, выступления, я не знаю, кто это будет решать, но это будет супер сложно решить. Особенно учитывая, что у нас еще бои ждут. Мне кажется, кто добьется 3 раунда, тот и получит бой вечера. Итак, ждем официального объявления победителя этого поединка. И затем, конечно же, послематчевое интервью с Абу Нурбулатом. Секундында тоқтатты. Жеңіске қылқындыру әдісімен жеткен Нұрболат